В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. В кресле игрока глава администрации Червленского сельского поселения Адамгирай Хамиев. Адамгирай, марш угэл. Каков настрой? Очень хороший настрой. Это отлично. Адамгирай, меня всегда интересовало, в чем вообще заключается работа главы администрации. Работа главы администрации – это общее руководство аппаратом администрации, непосредственное выполнение должностных поручений правительства Чеченской Республики, районные, а также вопросы местного значения. Вот так. Адамгирай, вы также являетесь победителем международной акции «Диктант Победы» 2022 года. Какие вопросы содержал диктант? Это история Великой Отечественной войны. Большинство там вопросов, даже почти что все вопросы там из школьной программы. Я школу окончил давно, получается, что учителя у нас были отличные. Это, я считаю, что их заслуга это. И я даже, время было 20 минут, я за 16 минут ответил на все вопросы и отправил. Победителей вызывают на парад победы, вызывают отдельно на вручение награды, обеспечение, все бесплатное. Было интересно. Отлично. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. Да, у нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Звонок другу. Звонок другу. Еще одну? 50 на 50. Хорошо. И первый вопрос звучит так. Какого цвета верхняя полоса на флаге Чеченской Республики? Зеленого, красного, белого, желтого? Там 4 цвета. Желтый – это намет. Зеленый. Ответ А. Государственный флаг республики представляет собой прямоугольное полотнище из 3 горизонтальных полос, верхней зеленого цвета, абсолютно верный ответ, средней белого цвета и нижней красного цвета. У древка вертикальная белая полоса с чеченским национальным орнаментом, и флаг по всему контуру обрамляется золотой бахромой. Второй вопрос. Как в советский период в народе называлась универсальная республиканская библиотека Грозного? Ленинка, Лермонтовка, Чеховка, Пушкинка. Я помню эту библиотеку. Там в детстве мы часто выступали на соревнованиях в бассейне Садко. Рядом с этим бассейном был библиотека Чехова. И, скорее всего, это Чеховка. Республиканская универсальная научная библиотека, как тогда называлась будущая национальная библиотека, в обиходе называли Чеховкой. Абсолютно верный ответ. Открылась она в октябре 1904 года благодаря усилиям учителей Пушкинского училища Грозного. И 11 июля 1945 года в связи с 40-летием смерти Антона Чехова в библиотеке присвоили его имя. Третий вопрос. Каким материалом облицована мечеть «Сердце Чечни» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова? Гранитом, травертином, клинкером, камнем? Клинкер точно нету. Камень тоже. Я вот этот травертин, это дагестанский подобный камень. Я был в Дагестане, этот очень знатный два села Чабан-Махи и Каран-Махи. Там этот камень эксплуатацию выпускают, я думаю, травертином. Травертином. Мечеть построена в классическом османском стиле. Наружные и внутренние стены святыни отделаны травертином. Абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Кто из представленных героев посвятил наибольшее количество лет военной службе? Атабай Атаев, Исмаилин Дуда, Бейбулат Таймиев, Муса Гендергеноевский. Атабай Атаев, Исмаилин Дуда, Бейбулат Таймиев. Можно воспользоваться подсказкой? Да, какой? 50 на 50. 50 на 50. И у вас остается С и Д. Да, я так и знал, что это будет. Я думаю, что это Муса Гендергеноевский. Муса Гендергеноевский. Все герои, представленные в вариантах ответов, были активными участниками Кавказской войны. Атабай Атаев, например, провел на войне 21 год. Исмаилин Дуда посвятил военной службе 24 года.
Бибулат Таймиев провел 30 лет своей жизни на фронте. И Муса Гендергеновский служил на войне 39 лет. Абсолютно верный ответ, с 1810 по 1849 годы. И был одним из командующих в сражении на реке Валерик и битве при Дарго. Пятый вопрос. В названии какого села вместо юрт-эвла? Хажи-юрт, Ломаз-юрт, Керл-юрт и Шуа-юрт. Я думаю, что это Хажи-Эл, там зиярт, хеди, Ломаз-юрт есть, Шуа-юрт есть, Керл-юрт есть, а Хажи-юрт нету, а Хажи-Эвл есть. Хажи-Эвла, верный ответ. Это село находится в Веденском районе. На территории села находится ряд святых мест, связанных с историей жизни Кунта Хаджи Кишиева. Это будет возвышенная его святость, как вы сказали. И в 1944 году, после выселения чеченцев и упразднения Чечено-Ингушской АСР, село Хажи-Аул было переименовано в Первомайское. В октябре 2022 году парламентом республики село переименовано Хажи-Эвла. Шестой вопрос. Сколько раз Хампашу Нурадилова представляли к званию Героя СССР? 1 раз, 2 раза, 3 раза, 4 раза. Хампаша Нурадилов — это история, это легенда. Он уничтожил 920 фашистов. Он был неоднократно представлен на награду. Он был в числе героев, которые максимально передавали на награду. Я думаю, здесь это четвертый Д. Ханпаша Нурадилов, чеченский пулеметчик, командир пулеметного взвода, герой Советского Союза, уничтожил более 920 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов, взял в плен 12 солдат противника. И четырежды представлялся к званию Героя СССР. Абсолютно верный ответ. Считается самым результативным советским пулеметчиком Отечественной войны. Звание Героя его удостоили в 1943 году посмертно. Седьмой вопрос. Аманат в политической культуре – это дипломатический заложник, ответственность лидера перед обществом, воспитание детей в семье не по крови, дружба представителей разных народов. Ответственность лидера перед обществом, воспитание детей в семье не по крови, дружба. Я думаю, что это дипломатический заложник. Верный ответ – дипломатический заложник. Кавказ, на котором аманатство существовало с древних времен во время наиболее активного расширения границ Российской империи в его сторону, то есть в 18-19 веках, представлял собой кипящий котел из княжеств, царств, ханств, шамхальств, майсумств, уцмийств, общин и квазигосударственных объединений, которые быстро появлялись и с такой же скоростью исчезали. Естественно, в такой ситуации любой, пусть самый выгодный договор, скрепленный высокопоставленными лицами, легко терял всяческую силу. Именно поэтому институт аманатства стал компромиссным выбором. Более того, высокопоставленные аманаты правили целыми княжествами. К примеру, прежде чем стать князем Абхазии, Келешбе Чачба был аманатом в Константинополе у дружественных осман. Восьмой вопрос. Пожизненное заключение в какой крепости отбывал первый имам Северного Кавказа шейх Мансур? Кронштадтской, Петропавловской, Шлиссельбургской, Изборской. Шейх Мансур имам после неоднократных допросов полковником Кулебякиным по указанию императрицы Екатерины II был пожизненно заключен в Шлиссельбургской крепости. Ответ С. В последние минуты боя в крепости Анапы шейх Мансур вместе с 16 своими соратниками, тяжело раненый, заперся в землянке, но был окружен и взят в плен. После этого он был немедленно отправлен под конвоем в Петербург. Отношение к нему было не как к пленному, а как к бунтовщику, опасному политическому преступнику. Он допрашивался много раз секретарем тайной экспедиции, а затем по указу Екатерины данному 15 октября 1791 года полковнику Кулебякину, коменданту Шлиссельбургской крепости, был приговорен к пожизненному заключению в этой крепости, цитата, «за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба империи». Девятый вопрос. Кто сыграл роль Сираждина в советском фильме «Приходи свободным»? Альведениев, Дагун Амаев, Муса Дудаев, Турпал Такаев. Эти фильмы у нас немного фильмов было. «Кольцо старого шейха», «По следам Крабаира», «Приходи свободным». Альведениев.
«Приходи свободным» — советский историко-революционно-художественный фильм 1984 года, снятый режиссером Юрием Мастюгиным, повествующий о противостоянии сторонников советской власти и белого движения на Северном Кавказе в годы гражданской войны в России. И роль Сираждина сыграл Альви Динеев. Абсолютно верный ответ. И 10-й вопрос звучит так. С каких слов начинается роман Магомета Мамакаева «Зелимхан»? Зелимхан всегда был образцом для подражания. С чтения азана на утреннюю молитву аул оживился. Все началось из-за дочери харачоевского крестьянина Хушуллы, красавицы Зезак. Траурным безмолвием было охвачено село. Это моя любимая книга. Она начиналась с слова Абрека Зелимхана. Для меня было бы хорошим удовлетворением, если бы и люди, и власть народа поняли, что я не родился абреком, не родились абреками также мой брат, отец и другие люди. В данном случае семья Гашмажукай хотели взять в жены своему сыну Султанбеку красавицу Зезак, но они выдали ее замуж за другого, из-за этого у них создался этот скандал. Я думаю, что все началось из-за дочери харачоевского крестьянина Хушуллы, красавицы Зезак. Ответ С. Все началось из-за дочери харачоевского крестьянина Хушуллы, красавицы Зезак. Абсолютно верный ответ. Именно так начинается роман. Он рассказывает о жизни христианской бедноты в предреволюционные годы. И главным героем его является абрек Зелимхан из селения Харачой. В изображении автора он народный мститель и борец против социальной несправедливости. Адамгирай, я поздравляю вас. Вы абсолютно победитель. Небольшой подарок от нашей телекомпании. Мне очень приятно, что мне досталась честь здесь участвовать. Вопросы, конечно, вопросы очень нужные и вопросы очень важные для каждого человека, который сейчас, не зная истории, не будет будущего, говорят. Поэтому все вопросы по теме несложные, зато нужные были. Я бы еще раз участвовал бы, если честно, мне понравилось. Адамгирай, я признателен, что вы приняли приглашение, пришли, горд, что вы победили. Спасибо за игру. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикейл Машевай.